праздником, с Днем Республики всех тех, кто встречает этот вечер у экранов телевизоров. Добрый вечер. На канале БСТ время подводить итоги недели. Я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. 30-й юбилейный Башкортостан отмечает сегодня День Республики. Мы все вместе преодолеем любые испытания, и все в нашей республике будет хорошо. С уважением, всех с праздником. Грандиозный концерт в Уфимском амфитеатре. Юрий Шевчук, группа «Люмен», Томас Мраз, Элвин Грей. В подарок жителям новые социальные объекты. Все больницы переполнены, нам уже казалось, что все, нас откроют и все. Вторая волна пандемии, очередной антирекорд заболевших коронавирусом в республике, вновь разворачивают ковид-госпитали. В Стерлитамаке строят новый инфекционный центр. Это будет многофункциональный центр, полноценная инфекционная больница с оказанием медицинской помощи. Недостойная старость. Почему в моей семье экономят на стариках? Я сказал, это не обсуждается. Покиньте, пожалуйста, территорию. И что скрывают за закрытыми дверями сотрудники скандального пансионата. Дедушка у нас умер сейчас, но ритуальные услуги сказали, что у него достаточно сильные трупные пятна. А о смерти пациентов родственникам не сообщают. Древние артефакты, человеческие останки, а рядом украшения из драгоценных металлов. Ученые предполагают, это золото сарматов. Девочки над головой подвеска была бронзовая, здесь какой-то головной убор. Археологи раскопали древний курган. Возраст погребения превышает 2500 лет. С перерывом почти в 40 лет. Готовы созидать на благо нашей страны, на благо здорового поколения, прививать им любовь к спорту вообще. Им привычно выступать на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. В Уфе подвели итоги Кубка России по греко-римской борьбе. Башкортостан сегодня празднует День Республики. Ровно 30 лет назад, 11 октября 1990 года, Верховным Советом Республики была принята Декларация о государственном суверенитете. С праздником жители республики поздравил Ради Хабиров, подчеркнув, что республика встречает его в очень непростое время. Дорогие башкортостанцы, от души поздравляю с Днем Республики. Всем желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия. Мы сейчас в очень непростое время встречаем этот праздник, но я твердо уверен, что мы все вместе преодолеем любые испытания, и все в нашей республике будет хорошо. С уважением, всех с праздником. В честь Дня Республики Ради Хабиров возложил цветы к памятнику национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву, а также башкирскому поэту и общественному деятелю Шейхзаде Бабичу. 30-й День Республики в этом году отмечается вместе с Днем города Уфы. Празднование из-за пандемии пришлось перенести с июня на октябрь. Праздничные мероприятия в честь юбилея прошли сегодня по всей республике, но с соблюдением санитарных норм. Тружеников региона, внесших вклад в его развитие, Ради Хабиров отметил государственными наградами. Подарком к празднику для жителей традиционно стали новые социальные объекты. А в Уфе организовали грандиозный концерт с участием звезд мировой величины. Эмиль Басареев с подробностями. Концерт в честь Дня Республики собрал в этнопарке Ватан несколько тысяч зрителей. Свободных мест практически не было даже на склонах амфитеатра. Увидеть своими глазами яркое шоу приехали зрители из разных уголков Башкортостана. Поэтому меры безопасности самые строгие. Перед входом на площадку нужно было пройти не только через металлоискатель, но и температурный контроль. Обязательные условия и наличие масок. Как настроение? Почему приехали на концерт? Посмотреть, интересно. А коронавируса не боитесь? Нет, не боимся. Мы деревенские, мы не боимся. Почему сегодня пришли на концерт? Вообще не боитесь ли коронавируса? Но, во-первых, дистанция довольно приличная. Во-вторых, Шевчук и Люман. На одной сцене знаменитые артисты Республики и России Элвин Грей, Зайнидин, Люман, Томас Мраз. Хедлайнером концерта стала музыкальная программа группы ДДТ. Для каждого артиста Башкортостан не только малая родина, но и источник вдохновения. Я немного нервничаю, такая большая ответственность. Я всегда мечтал выступить здесь. Республика мне дала любовь к свободе. У нас такие красивые просторы, очень красивые леса и поля, очень красивые возвышенности, холмы.
Ну, музыка у нас башкирская, красивая, курай, кубыс. Наверное, у нас воздух хороший. И рождаются у нас такие вот какие-то талантливые артисты. Я вот предложил новый проект наподобие «Фабрика звезд», чтобы этого нашего будущего нового артиста слушали не только в Республике Башкортостан, но и за пределами. У нас проект без границ. Мы хотим не только для России, а вообще для всего мира сделать. Особые меры безопасности во время празднования Дня Республики в Государственном концертном зале Башкортостан. Рассадка гостей в зале строго через кресло. На торжественном собрании глава региона Ради Хабиров отметил тружеников региона, внесших вклад в его развитие, и вручил государственные награды. Среди них и писатель Рашид Шакур, один из авторов гимна республики, которого наградили орденом за заслуги перед Республикой Башкортостан. Мне радостно, что я принял участие с первых дней в движении за обретение суверенитета Республики Башкортостан. И эти усилия, это стремление народа, это пожелание народа дали свои плоды. Последние 30 лет республика живет в новом измерении. Особый статус региона появился с принятием декларации о государственном суверенитете. Башкортостан имеет свой парламент, а гарантией прав и свобод служит башкирская конституция. Впереди республику ждет еще одна юбилейная дата важного исторического события – добровольного вхождения в состав России. Через 2 года мы должны достойно отметить 465-летие этого события. В ближайшее время я подпишу указ и дам поручение правительству о подготовке к нему. Рассчитываю на активное участие в этой работе представителей бизнеса, общественных организаций, ученых, деятелей культуры. Праздничное настроение в преддверии Дня Республики царило во всех районах. Открытие нового парка в селе Новобелокотай стало своеобразным подарком в честь юбилея. Для отдыха сельчан здесь появились уличные тренажеры и детские игровые и спортивные площадки. Также обустроили велосипедную дорожку. Строительство шло на протяжении 4 лет. Мы очень рады, что у нас в самом центре Белокотая появился парк для детей, куда мы можем отдохнуть, прийти, могут наши дети позаниматься спортом. Новый парк культуры и отдыха открылся и в селе Алигазово Мечетлинского района. На 2 гектарах помимо детских игровых зон появились хоккейная площадка и футбольное поле. А в Давлекановском районе участники эко-акции очистили парк голубых елей возле села Комсомольский. Высаженные 150 лет назад отсюда, они в дальнейшем распространились по всей республике. Также прошла высадка деревьев вокруг Ослы-Куля. Появление леса должно стать одним из этапов спасения мелеющего озера. Сегодня мы высаживаем 10 тысяч деревьев, пополам дубы и липы. Это поможет, скажем так, не прямо мы сейчас и не завтра. Мы это увидим через 2-3 года, когда деревья начнут поднимать грунтовые воды. Празднование Дня Республики в Уфе завершится салютом. И даже не одним. Его запустят в небо над площадью Ленина на Горсовете. Второй фейерверк можно будет увидеть на площади перед УМПО. Начало салютов в 23:00. Эмиль Басареев, Айгуль Резяпова и Булат Закирьянов. Итоги недели. Отмечу, что в эти минуты в Уфимском амфитеатре за Конгресс-холлом продолжается выступление хедлайнера праздника группы ДДТ. Спешу успокоить поклонников таланта Юрия Шевчука, что 2-часовой концерт в нашем эфире будет, но чуть позже, в конце октября. Потребуется время, чтобы свести звук. Руководство нашего медиахолдинга и наш земляк Юрий Юлианович договорились о совместной работе над телеверсией выступления знаменитой рок-группы. Для него это очень важный концерт, для него это очень знаковое место, и он очень серьезно к нему готовится. Он очень переживает именно за качество звука, потому что, как он говорит, этот концерт останется навсегда, на всю жизнь, в истории, в архивах телевидения, в интернете. Давайте мы будем уважать пожелания нашего любимого Юрия Ильяновича. Продуманные, качественные. Именно так назвал проекты Башкортостана по благоустройству общественных пространств министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. На неделе он вместе с главой республики Радием Хабировым принял участие в открытии площади имени Ленина в Ишимбае и также парка Первомайской в Уфимской Черниковке. Общаясь с жителями, руководитель региона отметил, что до конца 2024 года подобные территории благоустроят во всех городах и районных центрах. Азат Садриев расскажет о перезагрузке. Мы нашли фотографа, который передал в наследство исторические фотографии Ишимбая. Он их снимал 30 лет.
Черно-белые свидетели становления современного города теперь одно из главных достояний жителей Ишимбая. И доступно оно каждому на площади имени Ленина. Найти их было так же непросто, как очистить от старых гаражей и помоек первую улицу Кусяк-Куловскую, которая теперь служит одним из входов на благоустроенную общественную территорию. Тут вот стелла, у нас здесь начинается лента времени. Общая стоимость работ составила 144 миллиона рублей, из которых 85 миллионов – средства федерального гранта. Глава республики, обращаясь к жителям города и своим землякам, сказал, что к 90-летию освоения первой башкирской нефти Ишимбай получит еще один подарок. Мы сейчас начинаем проектировать площадь первооткрывателя башкирской нефти. Она тоже преобразится. Мы следующий год будем проектировать, а в 2022 году ее сделаем. Поэтому она будет такая же современная, интересная, яркая и красивая. Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что Башкортостан является одним из лидеров по количеству победивших проектов во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. И таким победам в первую очередь радуются, конечно же, местные жители. Рашида Янбаева живет прямо напротив площади, но раньше вид из окна ее не радовал. Тут было раньше такое страшище, везде трущобы непроходимые, особенно когда гаражи стояли. Вот я живу рядом, глядя с балкона, даже душа радуется. Думаешь, господи, хоть к старости лет попали в такую красоту. Центральная площадь имени Ленина – то место, где начал развиваться город в 1932 году, когда здесь обнаружили знаменитые месторождения нефти «Второе Баку». Главными атрибутами обновленной площади стал амфитеатр, где будут проводиться концерты, фонтан, символизирующий первую башкирскую нефть, ну и, конечно, символ Ишимбая – знаменитая вышка-бабушка. В натуральную величину она станет ключевым элементом на детской игровой площадке. Перспективы участия республики во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Ради Хабиров и Владимир Якушев обсудили в Уфе. Министр оценил шансы на дальнейший успех как высокие за счет сформированного центра компетенций. Башкирия этим отличается, поэтому им удается и побеждать на конкурсах. И то, что касается тех объектов, которые создаются сегодня на территории республики в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды, проекты продуманные. Слова благодарности вместо физкульт-привета. Это одно из основных мест отдыха жителей северной части Уфы. В пешей доступности проживают порядка 70 тысяч человек. Но с 1991 года, когда и было образовано это общественное пространство, кардинальных перемен в парке Первомайский не происходило. Прям мы, можно сказать, сюда душу, сердце отдали и много денег, конечно. Реконструкция началась в 2019-м по поручению Радия Хабирова. Проектировщики сохранили все зеленые насаждения парка, а также существующие пешеходные дорожки, сделав их шире и проложив несколько дополнительных. А на газонах теперь разминаются пожилые люди перед скандинавской ходьбой. Возраст тренирующихся 60+, а самой старшей участнице Марии Миловой уже 94. Впрочем, занимаясь на такой площадке, они словно забывают о своем возрасте. Иду в магазин, иду по парку, обязательно по краю иду, хожу. Очень нравится, спасибо большое. Общественные территории будут обновляться не только в Уфе. Во всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победили уже 16 населенных пунктов республики. При этом заявки на участие можно подавать повторно. Азат Садреев, Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Артур Елаев. Итоги недели. Очередной антирекорд. В России сегодня выявили 13 634 новых случая заражения COVID-19. Это максимальный прирост с начала пандемии. За последние сутки коронавирус унес жизни еще 149 человек. Среди них и 55-летняя уфимка. У погибшей были сопутствующие заболевания, как ожирение второй степени, гипертоническая болезнь и сахарный диабет первого типа. COVID-19 выявлен еще у 50 жителей республики. Количество случаев с внебольничной пневмонией за последние сутки 157. Клиники переполнены, больницу скорой медицинской помощи из-за распространения коронавируса вновь переделали в ковид-госпиталь. В свою очередь, функции приема экстренных пациентов хирургического профиля взяла на себя РКБ имени Куватова, которую, кстати, закрыли на карантин для посетителей. После перерыва всего лишь в месяц были вынуждены вновь привлечь и клинику БГМУ для лечения коронавирусных больных.
Мест недостаточно, именно поэтому было принято решение о строительстве нового инфекционного центра, на сей раз под Стерлитамаком. Глава республики осмотрел площадку, где уже начались работы. Ковид-хронику этой недели подготовил Артур Шамсудинов. Мы еще не отвыкли, мы все помним. Так, месяца не прошло, 3 недели. Для врачей клиники БГМУ на этой неделе наступила вторая волна. Месяц назад их ковид-госпиталь закрыли, но, как теперь выяснилось, ненадолго. Кто-то даже и не успел поработать в условиях обычной больницы, а для других это было лишь короткая передышка в виде отпуска. И вот они вновь надевают душные костюмы. Если сейчас заклеишь, и дышать будет очень сложно. Надо место для дыхания. На повторное разворачивание госпиталя ушло около 2 суток. В общей сложности для ковидных больных подготовили 150 коек. Там, где сейчас оборудовали реанимацию, еще недавно планировали запустить пульмонологический центр. То есть у нас аппараты ИВЛ сюда были доставлены. Также вот есть различное оборудование, типа инфузоматов, объединители, все это подключено, все это работает. Вот монитор сюда был доставлен. Возобновить прием коронавирусных больных в клинике БГМУ были вынуждены с увеличением числа зараженных. Количество инфицированных растет. Почти каждый день Минздрав рапортует и о новых погибших. К сожалению, нарушение масочного режима, нарушение социальной дистанции привело к тому, что вновь инфицировалось очень большое количество людей, идет рост, и для того, чтобы система здравоохранения справилась, требуется открытие новых коечных мощностей. Заметно выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Прирост за сутки порой доходит до 200, а если сравнивать с предыдущим годом, от воспаления легких умерли в 2 раза больше пациентов. На данный момент уже свыше 1500. Эпидемиологическая обстановка отличается от той, что была весной или летом. Добавляются сезонные ОРВИ, грипп, аденовирус. Мы уже сами уже предчувствовали это, грубо говоря, что видя, что творится вокруг, все больницы переполнены, нам уже казалось, что все, нас откроют и все. Я чувствую, что сейчас будет много народу, потому что вы сами видели, сколько там скорых стоит. Чего только стоит эта фотография, наделавшая много шума в соцсетях. На подъезде к новой инфекционной больнице очередь из автомобилей скорой помощи. И, похоже, дальше только хуже. Вызовов побольше, там температуры в основном тоже идут вечером. Нагрузка большая. За смену получается 8-10 больных, бывает даже больше. В этой ситуации правительство приняло очередное беспрецедентное решение. До 15 декабря с нуля возвести и ввести в эксплуатацию очередной инфекционный центр. На этот раз под Стерлитамаком. Предполагается, что здесь будет 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов. С учетом этого принято решение, что это будет многофункциональный центр, полноценная инфекционная больница с оказанием медицинской помощи как взрослому, так и детскому населению, с возможностью оказания помощи женщинам, которые находятся в родах, то есть родильницам нашего, и оказание хирургической помощи пациентам, у которых диагностирован тот или иной вид инфекционных заболеваний. Строительство уже началось. На площадке побывал глава республики, который подчеркнул, нужно максимально использовать мощности республиканских производителей. В то же время рельеф местности в некоторой степени упрощает процесс возведения здания, что позволит сэкономить средства и значительно ускорить ход работ. Если бы мы приняли решение строить это месяц назад, я бы сказал, что мы работаем на опережение. Не было бы в коридорах больных. Да, я не могу сказать, что мы работаем на опережение. Но мы, скажем так, мы даем ответ вызова. Но сказать, что мы там его уж больно опередили, не могу. Видите, кто мог предполагать? Все равно мы не могли предполагать. Мы ждали этого, но не такой силы, если, скажем, удар. Те сроки, которые мы обозначили, к тому времени еще, как она нужна нам будет. Ради Хабиров отметил, что подбирать и готовить персонал для нового инфекционного центра нужно уже сегодня. Стройка стала очередным ответом на вызов, брошенный пандемией. К слову, ковид-госпиталь БГМУ уже забит под завязку. Из 150 выделенных коек на сегодняшний день занято 192. Пришлось оборудовать новые места. Артур Шамсудинов, Анастасия Ильчебаева и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Сенсационная находка башкирских археологов. В башкирском Зауралье нашли древний курган с драгоценностями и человеческими останками. По предположениям ученых, захоронение может принадлежать кочевникам раннего железного века. А найденное украшение не иначе, как золото сарматов. До недавнего времени о кургане не знали даже местные жители. Впрочем, чтобы черные копатели не мешали археологам, именно по их просьбе мы не укажем точную геолокацию. Репортаж Айгуль Хатыповой. Любые
место было, вот здесь я постоянно спал. О том, что спит на курганах, на останках древних людей, Равиль Муртазин и не подозревал. Мужчина работает пастухом уже более 10 лет. Вот именно вот на этом месте сколько раз я ночевал. Вот на этом. Ну как ночевал? Ну, скотину смотрю, раз, сплю здесь. Я же не знал, что здесь захоронение, вот это все. Археологи раскопали курган, а в нем ценные украшения. 2 кулона, обернутых драгоценным металлом. Ученые предполагают, это золото сарматов. Вот так, слой за слоем, археологи докапываются до истины в прямом и в переносном смысле этого слова. В последний путь усопших часто провожали в погребальном инвентаре. В могилах можно увидеть украшения, кости животных, а порой и оружие. То, что могло пригодиться в загробном мире по древним верованиям. Всего в кургане было найдено 8 усопших, из них 3 младенца. Удивило ученых расположение останков. Самое богатое погребение – женщина с подростком спрятана глубоко в земле. Чуть выше – парное захоронение мужчин. Их кости оказались разбросаны в хаотичном порядке. Рядом женщина, а у основания могилы – голова лошади. Тела младенцев и вовсе находятся практически на поверхности. Теперь ученым предстоит выяснить, почему в одном кургане манера погребения так сильно разнится. Было какое-то ранение при жизни, видимо, потому что рана уже немножко затягиваться начала на черепе, отверстие. Но, возможно, это и стало причиной последующей смерти. У девочки над головой подвеска была бронзовая, здесь и какой-то головной убор с бусинами выложен. Здесь довольно-таки сухо, всегда не агрессивные, поэтому кости сохранились неплохо. Именно в этом погребении ученые наткнулись на разбитый алебастровый шар. Микроскопический бисер из ракушек, кольца и бусы, сделанные из камней, которые невозможно найти на территории нашей республики. Возможно, сарматы выменили их на что-то другое, а может и вовсе ограбили кочевников, идущих с другого конца земли. Кстати, после отъезда съемочной группы на глубине копатели сделали еще более ценную находку. Бронзовое зеркало и небольшой кусочек пластины из чистого золота. Скорее всего, он служил украшением для богатого головного убора. А еще несколько предметов, не характерных для женских погребений. Да, действительно, точильный нож или оселок, как мы его называем, лежал в погребальной камере самой женщины. Рядом также были найдены остатки сильно коррозированного железного ножа, однолезвийного. Действительно, это довольно, может быть, даже не характерно для таких, но, по крайней мере, так и есть. Найденные останки будут изучать ученые-антропологи. Детальное исследование позволит не только узнать точное время сооружения кургана, но и выяснить, кто именно здесь был похоронен практически 2500 лет назад. Откуда пришел этот человек, каким видом хозяйства занимался, как питался, чем болел, как именно и в каком возрасте он умер. Вся эта информация содержится в человеческих костях. Кстати, эти захоронения обнаружили при оцифровке территории с воздуха. Есть традиционные методы, там надо ходить, искать памятники, ногами ездить. Здесь достаточно пустить беспилотник или квадрокоптер, обработать, облететь большую территорию, и можно выявить все что угодно. Воздушные полеты на территории этого памятника выявили 7 зон, которые содержат свыше 500 курганов. Кстати, такие места охраняются законом. За их повреждение и уничтожение грозит крупный штраф и лишение свободы. А это захоронение ученые уже полностью обследовали и засыпали. Все ценности сейчас находятся в руках у археологов. Теперь им предстоит выяснить все о находках, чтобы страницы истории заполнились новыми подробностями. Айгуль Хатыпова, Вадим Исламов и Ильдус Камалеев. Итоги недели. Истощенные пожилые люди на голых кроватях. Шокирующие кадры, которые опубликовала одна из бывших сотрудников частного пансионата, не оставили никого равнодушными. Даже правоохранительные органы, которые нагрянули в мою семью, именно так называется соцучреждение, с проверкой. После вышедшего на нашем телеканале сюжета родственники одного из постояльцев забили тревогу, но увидеть своего дедушку живым они уже не успели. В ситуации сейчас разбираются. Между тем, министр труда и социальной защиты Ленара Иванова на своей странице в соцсетях отметила, что подобные случаи не редкость, и с частниками нужна активная борьба. По словам вице-премьера правительства, бизнесмены, лицензируя свою деятельность, научились обходить закон или же не соблюдать его вовсе. Но погоня за прибылью может обернуться трагически. Подробности далее. Здравствуйте. А как можете прокомментировать, вот у вас пациент скончался? Постоялец. Где, как тут?
Дверь сотрудник захлопнула, даже не приняв пакет у посетителя. Несколько дней пыталась попасть к родственнику и Ольга Думинова. К свекру, по словам женщины, не пускали. Когда, наконец, назначили встречу, близких оповестили о смерти дедушки. Мы ждем результаты экспертизы о времени смерти нашего дедушки. То есть точное время они не могут пока сказать, да? Они сказали в час. То, что дедушка у нас умер в час, но виртуальные услуги сказали, что у него достаточно сильные трупные пятна, что по сведению пансионата они не сходятся. Поэтому мы сейчас не можем ничего утверждать, но ждем экспертизы. То есть, по всей видимости, могло произойти такое, что он умер еще несколько дней назад, да? Не могло произойти такое. Тревогу родственники погибшего забили после залитых в сеть шокирующих фотографий истощенных стариков на голых кроватях. Но увидеть дедушку не успели. Кадры сделала девушка, которая устроилась на работу в частный пансионат. Хватило ее всего на 2 дня. Там есть управляющая Земфира Исмагиловна. Она распускает руки. Там есть одна бабушка, она дает ей пощечину, она ругается матом. Там, получается, в женской палате вообще 4 кровати. Без постельного белья, без ничего. А человек их 6. Тут 5 человек. Матрас есть только у одного, и здесь весь разорванный. Вот, например, мужская палата. К приезду съемочной группы комната резко преобразилась. Появились матрасы и постельные принадлежности. Да и постояльцы говорят, что довольны. Скажите, пожалуйста, как к вам здесь относятся? По-хорошему. Хорошо все? Да. Точно? Точно. Не издеваются? Нет, нормально. А вот в эту палату наша съемочная группа попасть не смогла. Дело в том, что для сотрудников прокуратуры и журналистов руководство клиники устроило экскурсию на 1-м этаже. На 2-м ярусе здания комнаты закрыты на ключ. Как только съемочная группа дошла до них, директор частного учреждения стал выгонять журналистов. Там кто-то ходит. А мы можем в эту палату зайти? Нет. Отсюда стучались только что? Да, отсюда стучались только что. Вы директора спрашиваете. Директор вам сказал, уходим. Это не обсуждается. Ну а в чем проблема, если вам нечего скрывать? Я сказал, это не обсуждается. Покиньте, пожалуйста, территорию. Двери комнат закрыты снаружи, изнутри ручек нет. А значит, в случае пожара единственный выход – окно. Но хотя бы без решеток, как это было в Стерлитамаке, когда постояльцы реабилитационного центра сгорели заживо. Сотрудники пансионата «Моя семья», говорят, соблюдают меры безопасности. Внутри-то нельзя открыть. Если человек больной сосудистой деменцией взбредет ему в голову покинуть пределы нашего пансионата, и вдруг у него это получится, и вдруг его собьет либо машина, либо просто кто-то убьет, отвечать нам. Это частная сеть пансионатов на территории Уфы и Уфимского района. Их 2. Они обещают профессиональный уход и круглосуточный присмотр. На сайте фото просторных номеров. Уровень не ниже люкса. На деле ободранные стены и снятые выключатели света. А между тем руководитель сети пансионатов сетует на проделки конкурентов. Открываются новые, кто-то закрывается. Порядка 7, 8, 9 конкурентов помимо нас работают. Может быть, кто-то просто мелкий и новенький решил себе освободить дорогу таким образом, потому что в плане коммерции мы для них представляем реальную угрозу. В их понимании мы забираем ихних клиентов. На скандальное видео обратили внимание надзорные ведомства, в числе которых Следственный комитет, Роспотребнадзор, Министерство труда и прокуратура. Они организовали проверку. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждений при оказании услуг людям пожилого возраста, проверены условия их содержания, обеспечение их надлежащим питанием, одеждой и другими принадлежностями. После инцидента башкирские депутаты предложили усилить контроль за частными пансионатами на законодательном уровне, чтобы потом каждую смерть постояльца не пришлось долго и кропотливо расследовать. Сегодня погибшего Валерия Думинова проводили в последний путь. Вместе с ним в ободранных стенах похоронили и достойную старость. Лилия Курбанова, Радмир Азнабаев, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. Вопрос с комплексным ремонтом подъездов в Башкортостане должны закрыть до конца октября. Хотя изначально все работы должны были выполнить еще к самому началу осени. Но коррективы внесла пандемия. Поэтому срок приемки перенесли и снова не успели. Остались недочеты со стороны подрядчиков. Некоторые подъезды в многоквартирных домах не захотели принимать ни жители, ни надзорные органы. С подробностями Руслан Батыргареев. Подрядчик обязан производить работы квалифицированным персоналом.
Работает кто попало, отделочные материалы некачественные. Так возмущалась жительница одного из домов по улице Рабкоров. Эти кадры были сняты еще в августе. Качество работ абсолютно отвратительное. Выравнивание не сделано толком. Испохаблены все стены. Тогда представитель подрядной организации утверждал, что все выполнено по технологии, но ремонт в подъезде затянулся. Подобные случаи не редкость. Подрядчику в любом случае приходится прислушиваться к жителям. В связи с тем, что у нас самый главный все-таки приемщик работ — это жители, они не только по ходу работ делали замечания, да, по производству работ, но и самое главное, они принимают участие в приемке выполненных работ. То есть их конечная точка говорит уже о том, что объект полностью закончен. И к подъезду, и к выполненным работам нет замечаний. Только после этого объект принимается комиссией, куда входят представитель МинЖКХ республики, сотрудник технадзора и рекоператор. В числе основных замечаний — отслаивание краски и разрушение штукатурного слоя на стенах, некачественный ремонт входных групп, отсутствие кабель-каналов для проводов. Последнее, к слову, не зависит напрямую от подрядчика, выполняющего основные работы. Приемка немножко, конечно, тормозится, есть ряд нюансов, например, провода, которые укладывают провайдеры в кабель-каналы. И на данный момент порядка 500 подъездов мы не можем сдать, потому что жители не принимают. Там не уложены линии связи в кабель-каналы. Основные работы в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов в Башкортостане практически завершены. И до конца октября, говорят в МинЖКХ региона, состоится приемка оставшихся объектов. В целом, жители довольны, как преображается общественное пространство в их многоквартирных домах. Было очень приятно, что именно наш дом и наш подъезд попал в эту программу. И приятно, что в подъезд выходишь, и у тебя перед глазами и чисто, и светло, и лифт хороший, и подъезд красивый. Стены освежены совершенно полностью. Потолки поставлены, видите, красивые новые почтовые ящики. За последние эти 15 лет, что я живу в этом доме, первый раз был такой ремонт. Ремонт очень хороший, качественный, надо сказать. И обстоятельные очень. Не просто пришли шир-пыр, сделали стены, покрасили и ушли. Меняли все. И ступеньки облагородили, и стены покрасили. А вот в районах республики жилой фонд — это в основном двухэтажные дома, говорят представители регионального оператора. Несмотря на это, ремонт обходится недешево, ведь в некоторых подъездах до сих пор деревянные двери и полы, а местами они и вовсе отсутствуют. Где-то у нас в прошлом году даже встречались дома, где при входе в двухэтажный дом нету пола. Жители заходят, и земля на первом этаже. Тоже, ремонт в таких подъездах немножко дороже у нас выходил. Экономия по ним не получалась, потому что такие дома, как правило, нужно сделать весь перечень обязательных работ. В 2020 году на комплексный ремонт подъездов в Башкортостане направили 708 миллионов рублей. Основная часть средств выделяется из бюджета республики, остальное – из казны муниципалитетов. В Башкортостане в этом году ремонт запланировали в 2185 подъездах. В общей сложности это 699 домов. До 1 сентября все работы должны были завершить. Но в связи с пандемией сроки сдачи оставшихся объектов перенесли. Программа по комплексному ремонту подъездов в Башкортостане реализуется второй год подряд. До 2024-го необходимо привести в порядок все общественные пространства в многоквартирных домах. Такую задачу поставил глава республики. И речь идет не только о подъездах. Преобразиться в лучшую сторону должны и дворы. Руслан Батрагареев, Роберт Давлетбердин, Вадим Исламов и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Двое сотрудников уфимской администрации обвиняются в покушении на получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены в отношении 32-летнего начальника отдела градостроительного контроля и его 38-летнего заместителя. По версии следствия, в августе этого года они предложили представителю строительной организации за взятку в 10 миллионов рублей выдать разрешение на возведение гостиницы, а также обещали покровительство в ходе строительства. После передачи денежных средств чиновники мэрии были задержаны. Не миллионы рублей, но жители Бураевского района тоже несут потери. Остатки с десяток убитых овец были найдены на окраине деревни Старокизганово. От некоторых остались лишь обглоданные кости. В прошлом году в Бураевском районе во время маршрутного учета животных специалисты по следам насчитали несколько особей волков. Если скот загрызли действительно они, возникает вопрос, почему серые хищники подобрались так близко к населенному пункту. А вот пациент скорее жив, чем мертв. В Стерлитамаке пенсионер пришел по записи на прием к стоматологу, где ему заявили, что его уже как 2 недели нет в живых. В программе «Промед» стоит дата смерти 15 сентября.
Лечение пенсионеру все же провели, а на следующий день даже оживили. Как выяснилось, произошла техническая ошибка. У пенсионера есть двойник однофамилец, или точнее, уже был. Практически 2 гектара лесополосы горело сегодня в Баймакском районе. По словам очевидцев, очаг пожара находился в 1,5 километрах от города. На тушение прибыли спасатели, пожарные, местные жители и добровольцы. За 4 часа возгорание было локализовано. Сейчас угрозы распространения огня нет. Причину предстоит выяснить дознавателям МЧС. А вот у спасенного в Медведе Тишки появилось видео циркового прошлого 20-летней давности. Его опубликовал на своей странице в соцсетях новый хозяин Косолапова. Кадры датируются 99-м годом. Медвежонок устраивал на сцене целый спектакль, танцевал цыганочку, дарил своей дрессировщице цветы и даже носил ее на лапах. Сейчас былые навыки, конечно, уже забыты. Престарелый артист цирка вновь обрел популярность после того, как волонтеры распространили кадры умирающего медведя, которого обнаружили закованным в клетку в лесу Ишимбайского района. Бурому помогли обрести новую жизнь. Косолапова приютил фермер из Иглинского района. Сейчас у Тишки уже новый дом, и у него хороший аппетит. Ну и к новостям спорта. Хоккейный Салават Юлаев после потери большинства ведущих игроков не устает удивлять. За несколько игр уфимская молодежь успела влюбить в себя болельщиков. Жертвами резервистов уже стали Витязь, Нефтехимик и Сибирь. Не стушевались они перед более грозными соперниками. Победить, конечно, не удалось, но впечатление о своей игре оставили позитивное. Талант башкирской молодежи по достоинству оценили и за океаном. Сразу 2 хоккеиста, Родион Амиров и Шакир Мухаммадулин, были выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Артем Кочешев расскажет подробнее. Салават потерял своих лидеров, но не ударил в грязь лицом. Из-за болезней главная хоккейная команда республики лишилась ведущих игроков. Пришлось даже подписывать контракт с новым вратарем. У Александра Скрынника до недавнего времени было считанное количество матчей в КХЛ. И, конечно, очень приятно участвовать в таких играх, что есть такой шанс. У меня, у молодых ребят, кого нас подняли из высшей лиги. Поэтому бьемся, стараемся, укладываемся по максимуму. Пандемия – главный соперник Салавата в этом сезоне. Но в отличие от некоторых других команд, уфимцы не просят переносить игры, не зарабатывают технические поражения. Клуб делает все возможное, чтобы бороться даже в такой непростой ситуации. Благо, школа в последнее время исправно выдает талантливых игроков. Toronto Maple Leafs are proud to select from UFA of the KHL, Rodion Amirov. The New Jersey Devils are proud to select from UFA defenseman Shakir Mukhamadullin. Кленовые листья из Торонто для Родиона Амирова и дьяволы из Нью-Джерси для Шакира Мухаммадуллина. Итоги драфта НХЛ 2020 приятно удивили. Появление Амирова столь высоко прогнозировалось, а вот Шакира далеко не все эксперты рассчитывали увидеть в первом раунде. Вот вам, пожалуйста, Амиров. Талант Родиона Амирова разглядели еще в хоккейной спортшколе. Он сам родом из Салавата, а потом семья переехала в Уфу. Здесь Родион Амиров продолжил тренироваться под руководством Бориса Тимофеева и Владимира Герасимова. Его боженька талантом наградила, и он еще дорабатывал, постоянно дополнительно занимался. Иногда там после игры, когда выходной, он говорит, можно потренироваться. Ну, конечно, там даже иногда останавливать приходилось сегодня. То, что подгонять не надо было. Такой трудолюбивый игровичок родился, наверное. Еще один юлаевец, Александр Пашин, также был выбран на драфте. Его талант заинтересовал Каролину. Уфимская молодежь оставила неудел сразу нескольких соперников. С командами уровня Акбарса и ЦСКА пока тягаться тяжело. Но и армейцам Салават не собирался сдаваться без боя. Тем более на скамейку вернулся главный тренер Томми Ламса. Что касается того, скучал ли по хоккею, да, было очень непривычно, потому что целых 3 недели пропустил. Особенно, когда ты привыкаешь к этому ежегодичному ритму, что все время находишься с командой. Что касается коммуникации, то мы абсолютно всегда поддерживали Zoom-связь или созванивались с тренерами. Уфимцы уступили ЦСКА 2-4. Гости реализовали свое преимущество в классе. Молодежи юлаевцев пока зачастую не хватает хладнокровия. Подвели удаление, мне кажется. Вот мое удаление подвело, самый такой переломный момент был. Если бы не оно, то игра бы совершенно по-другому сложилась. Так, не хватило, я думаю, мастерства. Команда у нас молодая.
все-таки не хватает немного опыта. В ближайшее время в состав «Салавата» могут вернуться ведущие игроки. Конкретные фамилии не называются, но отдельные хоккеисты покинут лазарет уже к следующему матчу против Барыса. Артем Кочешев, Роза Хабибуллина. Итоги недели. В Уфе сегодня подвели итоги Кубка России по греко-римской борьбе на призы главы Башкортостана. Соревнования такого уровня проводятся у нас в республике впервые с 1981 года. Приехали сильнейшие борцы страны, те, для кого привычно выступать на чемпионатах мира, Европы и даже Олимпийских играх. Резонанс от соревнований есть уже сейчас. В первую очередь Кубку приурочили открытие 46 залов в разных городах и районах республики. Так реализуется программа «Спортивная борьба в школы». Гранты получили первые участники проекта «Сельский тренер», но есть новости и для других видов спорта. Сегодня стало известно, что в Башкортостане создаются сразу 3 новые федерации – прыжков в воду, синхронному плаванию и водное поло. В продолжении темы репортаж Розы Хабибуллиной. Друзья, давайте поаплодируем тем, кто сейчас находится, ну скажем так, на своем рабочем месте, воспитывают новых чемпионов. Из-за пандемии открытие 46 залов по программе «Спортивная борьба в школы» перенесли, но не отменили. Старт Кубка России в Уфе эхом отозвался по республике. Онлайн-приветы передавали из Учелинского района. В Агиделе практически сразу начали тренировки. Не стали откладывать на потом занятия в Баймаке, Уфимском и Куюргазинском районах. Пламенный привет из Куюргазинского района всем участникам Кубка России. Поддержат в республике и наставников. Первые тренеры уже получили гранты по 600 тысяч рублей благодаря программе «Сельский тренер». Программа, я думаю, она будет тиражироваться по всей стране. Убежден. Сельский тренер. Гранты, поддержка. Это путь неизбежный, по которому мы должны пойти. А модераторами здесь выступили опять Башкирия, Радь Фарич. Поэтому мы соратники в этом плане. 36 регионов страны, больше 200 спортсменов, солидный состав и участников, и гостей на трибунах. Чемпион мира, серебряный призер Кубка мира и Европейских игр, обладатель бронзы Олимпиады Сергей Семенов входит в состав сборной России с 2015 года. В полуфинале встречу закончил досрочно. Мы недавно только вышли, и 2-3 месяца – это для спортсмена ничто. Ему надо там полгода соревновательного опыта, чтобы он показывал свой 100% максимум. Приехали почти все сборники, и будем показывать лучший результат. Завтра еще финал. Надеюсь, город Уфа станет счастливым городом для меня. И город Уфа стал счастливым для Сергея Семенова, который в финале также досрочно одержал победу. Удачно выступили в столице республики и братья Сурковы. Впервые в соревнованиях среди взрослых должны были сойтись в финале. Но, как обычно, договорились. И младший Максим уступил старшему Артему. Главный тренер сборной России в восторге от результатов. Воспитанники превзошли ожидания наставника. Лично для меня как будто в рай мы попали, потому что мы спортсмены, мы борцы, привыкли постоянно находиться в соревнованиях, сборах. И буквально, я не знаю, такое ощущение, что как будто 10 лет мы нигде не боролись, нигде не выступали. И после этого участвовать в Кубок России на призе главы республики, честно говоря, это дорого стоит. Огромная благодарность, огромное спасибо главу республики, там, то, что организовали вот такое соревнование. Для как участников, для тренерского состава, судейской команды, все, кто сегодня участвует на этом турнире, они получили весь необходимый комфорт, опять-таки в тех же сложных условиях, непростых. Не просто сегодня проводить такого уровня турнира. В Башкортостане сумели принять спортсменов, большая часть которых жила в гостинице Центра спортивной подготовки Риммы Баталовой. Не смог не попробовать силы на домашнем турнире и Азамат Бикбаев. Сегодня ему вручили сертификат на квартиру. Неожиданно. И эмоции пока переполняют, не могу ничего сказать. Должен был на домашнем турнире выступить и надежда башкирской школы борьбы Ислам Апиев. Но на сборах он получил травму. И попробовать свои силы в весе до 77 килограммов с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым не получилось. Очень хороший борец, очень хороший парень. У него, к сожалению, случилась травма похожая с моей в свое время. Я ему сказал, что все через это проходили. Я желаю ему скорейшего выздоровления, скорейшего выхода на ковер. Конкуренция с ним, она добавляет и мне сил, она добавляет азарта. Он очень хороший парень. Я вспоминаю себя в 20 лет.
он именно такой есть, заряженный, мотивированный. В этот раз победу в командном зачете одержали борцы из Санкт-Петербурга. На втором месте москвичи и третьи – спортсмены из Мордовии. Это был очень высокого уровня соревнований, очень высокого класса спортсмены к нам приехали. Я уверен, что после этого соревнования еще сотни тысяч наших простых детишек Башкортостана пройдут секции греко-римской борьбы и, наверное, когда-то станут такими же сильными и настоящими мужчинами. Кубок России как репетиция предстоящего в 2021 году первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров завершился праздничной церемонией закрытия. Итоги спортивного форума подвели и на конференции за круглым столом, где были подписаны соглашения с фондом и обществом с ограниченной ответственностью Росконгресс Спорт, а также Федерацией спортивной борьбы России. Роза Хабибуллина, Равшан Артыков и Владислав Минязев. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Хорошего продолжения выходных и спасибо, что проводите их вместе с телеканалом БСТ. До встречи в эфире.